МВД Кыргызской Республики отмечает, что за последние 3 года общий ущерб от дорожно-транспортных происшествий составил 12 миллиардов 761 миллион сомов. Среди пострадавших в ДТП 30% водители, 70% пассажиры. А также 80% ДТП происходят по вине самих водителей, заявляет ГУБДД Кыргызской Республики. Самыми распространенными причинами ДТП в ведомстве называют вождение в нетрезвом виде или под воздействием наркотиков. Это одна из самых частых причин ДТП в целом, а также ДТП со смертельным исходом. Следующей по распространенности причиной ДТП является превышение скорости. Третий пункт – недоученность и непрофессионализм водителей. За ним следует усталость водителей. Далее – несоблюдение дистанции, нарушение правил обгона, выезд на полосу противоположного движения, невнимательность водителей и отвлечение. Самой же частой из перечисленных причин аварий, по данным МВД, является непрофессионализм водителей. Более 60% опрошенных водителей не прошли надлежащее обучение. И проблема заключается не только в безответственности водителей, но и в подготовке в автошколах. Недавно только сотрудниками МВД Кыргызской Республики были проведены проверки, где готовят будущих водителей в школах. Создана была комиссия, там были приняты члены различных министерств, ведомств. Вот они нескольких школ не пропустили, то есть отобрали лицензию. Разумеется, вина за дорожно-транспортные происшествия не лежит целиком и полностью лишь на водителях и учебных заведениях. Понятно, что проблема носит комплексный характер, и решить ее каким-то одним шагом не представляется возможным. Вместе с тем, как свидетельствует зарубежный опыт, точечные удары иногда эффективны, такие как штрафы. Штрафы за нарушение ПДД Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях. Управление транспортными средствами без документов. Штраф 1000 сомов. Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения. Штраф от 1000 до 7500 сомов. Автохулиганство. Штраф 7500 сомов. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и другими одурманивающими веществами. Штраф 17 500 сомов или общественные работы от 30 до 40 часов. Штраф, если водитель нарушил ПДД, останавливается уполномоченным органом, доказывается его вина и составляется в письменном виде административный протокол. И на основании административного протокола водитель идет, оплачивает определенную сумму. А если водитель совершил ДТП с тяжкими последствиями, на основании Уголовного кодекса есть статья, привлекается к уголовной ответственности, арест. Потом конфискация имущества, это если водитель не в состоянии возмещать ущерб, тогда судом принимаются меры вплоть до конфискации его автомашины. Водители будет привлекаться к уголовной ответственности или водители не будет привлекаться к уголовной ответственности, будет приниматься суд, решением суда. В каких случаях они привлекаются, я уже сказал, если человек погиб или получил увечья, получил инвалидности, а в каких случаях водители не привлекаются. Здесь, если водители действительно не виноваты, если пешеход проходил в неустановленном месте, или пешеход был в нетрезвом состоянии, или есть еще такие примеры, вот тогда суд рассматривает и не привлекает водителей к уголовной ответственности. Самое важное, про что должен помнить каждый водитель, это безопасность. Но часто водители переживают больше за то, чтобы не быть оштрафованными или остановленными инспектором ГИБДД.
Уважаемые водители, садясь за руль, помните о своей безопасности и безопасности своих пассажиров. В первую очередь от вашего ответственного отношения к соблюдениям ПДД зависит жизнь и здоровье вашей и других участников дорожного движения.